Ну, началось это, наверное, несколько дней назад. Первый, к кому пришли, это была Аня Богачева, супруга Вадима Сирука из Ялтинской группы фигуранта. Приходили сотрудники полиции, показали ей некий документ, подписанный кем-то из руководства МВД. И в этом документе было сказано, что проводится операция «Неофит». А что за название такое «Неофит»? Почему именно такое слово они используют? Неофит подразумевает, что это человек, который недавно принял новые религиозные взгляды. Это, конечно, очень интересный вопрос, учитывая, что Аня Богачева уже лет 10, наверное, исповедует ислам и соблюдает каноны ислама. Поэтому это, скорее всего, такое условное название, я так понимаю, для всех людей, которые по национальности не являются крымскими татарами, рождены в немусульманских семьях и, собственно, сейчас являются мусульманами. И к этим людям пришли, я так подразумеваю, проводят какой-то, возможно, ведут профилактический список, какое количество людей исповедуют ислам, стали придерживаться канонов ислама в силу изменения своих взглядов. Вопросы задавались всем трем супругам ялтинских ребят о том, на какие средства живут, с кем живут, как исповедуют ли ислам, какие мечети ходят, какие религиозные организации обращаются, как проводят досуг. Ну, вот такого характера вопросы. Я так понимаю, что эта информация необходима для понимания общей картины и для, скорее всего, профилактики принятия ислама истины, которые родились не в мусульманских семьях. Есть ли какая-то опасность для людей, к которым приходят силовики? Опасность заключается в том, что эти люди уже находятся под вниманием спецслужб, учитывая, что все три женщины, это супруги политзаключенных, они уже находятся под двойным вниманием спецслужб. Повышенный интерес будет к ним не только со стороны МВД, но я думаю, что и со стороны органов опеки, и со всех государственных структур. Конечно, это неприятно, когда ты являешься, скажем так, обычным гражданином, подвергаешься какому-то пристальному вниманию, о тебе собирают информацию. К чему это может привести в дальнейшем, сложно сказать, но варианты событий, развивающихся, могут быть абсолютно различными. А что вы посоветовали тем, кому приходит ФСБ, как отвечать на вопросы, чтобы не подвергаться риску? Вы знаете, после серии публикаций о том, что проводится такая операция, о том, что люди, которые приняли ислам в силу своих убеждений, мне стало поступать некоторое количество звонков от людей, чьи супруги также приняли ислам и просили консультации, как им себя вести, как отвечать или не отвечать на вопросы, можно ли не отвечать. И, собственно, самое правильное решение — знать свои права и пользоваться этими правами. А право, самое основное право, это говорит о том, что ты можешь отказаться от всех опросов, от дачи объяснений сотрудникам полиции по тем вопросам, которые они ставят. При этом человек абсолютно не обязан мотивировать свой поступок, поскольку в отношении него не возбужденное уголовное дело, не ведется какая-то доследственная проверка, не бояться отказывать сотрудникам полиции, требовать представить документы необходимые и документы, которые, скажем так, способствовали того, что они проводят данные опросы. В первую очередь обратиться за консультацией юриста, адвоката, если ты находишься в условной группе риска, и
ожидать со спокойствием и сознанием своих прав. Как вы оцениваете то, что происходит? Вот как вы оцениваете эту операцию «Неофит» с точки зрения права и безопасности? С точки зрения права это абсолютно недопустимая ситуация. Каждый человек, в том числе и в силу действующей в Крыму Конституции Российской Федерации, имеет право на свободу вероубеждения. И свобода вероубеждений не должна являться объектом преследования. Это такие же граждане, как и все остальные, и имеют право пользоваться теми же правами и исповедовать те взгляды, которые они считают правильными и приемлемыми для себя. А можете еще уточнить, сколько таких примеров вы знаете? Но публичными стали 3 примера. В списке, которые видела супруга одного из политзаключенных, были и другие фамилии, скажем так, лиц славянской национальности. Поэтому сколько еще таких случаев осталось за кадром,